Наша организация, ей всего год. Казахстанский институт стандартизации и метрологии образовался путем слияния двух институтов. Это Казахстанский институт стандартизации и Казахстанский институт метрологии. Значит, ровно практически год назад было принято решение о слиянии их, потому что необходимо было соединить эти два направления для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на какие-то вопросы в отраслях экономики. Поэтому мы сейчас идем как одно целое, разрабатываем стандарты, выверяем их на своей измерительной базе, в воспитательных лабораториях, после чего выходит уже полноценный, выверенный стандарт, который может применяться уже непосредственно на всей территории Республики Казахстан. Также нашим институтом было предпринято такой беспрецедентный шаг, был сделан. Мы сделали все стандарты, сделали их бесплатными и свободный доступ к ним. Теперь любой казахстанец может получить стандарт, просто зайдя к нам в базу и скачав его. И он получит его совершенно бесплатно. Плюс у нас есть большая эталонная база, это государственные эталоны воспроизведения единицы измерения. Значит, у нас есть самая точная секунда, у нас самая точная длина, у нас самая точная масса с очень высокой точностью. И мы уже непосредственно эту единицу передаем всем испытательным лабораториям и поверочным калибровочным. И они у нас берут свое оборудование, у нас его калибруют, и дальше уже до потребителя заходит. Поэтому мы, например, с вами как потребители должны знать, что весы, которые находятся на рынке, они нам взвешивают 1 килограмм того продукта, который он должен быть. Значит, ни больше, ни меньше. Должен быть 1 килограмм. У нас здесь сейчас находится более 50 государственных эталонов по различным видам измерений. И мы можем ее показать, например. В этом году в рамках начала работы мероприятий по модернизации испытательных лабораторий, там есть как раз мероприятие по модернизации наших государственных эталонов. И уже начата эта работа, и я уже с уверенностью могу сказать, что сейчас эталон единицы времени частоты модернизирован, полностью модернизирован. Он имеет совершенно другой вид, у него совершенно другая точность. Мы вышли уже на международный уровень, проходим сейчас сличение. И мы подтверждаем, что наше время, наша единица времени, она соответствует всем международным требованиям. Также работа запланирована по модернизации других эталонов. Эталонная база на сегодняшний день изношена порядка на 60%. 60% эталонной базы имеет возраст от 10 до 20 лет. И она требует совершенствования сейчас. И чтобы мы могли отвечать всем тем требованиям, которые задает уже международная, как правильно сказать, международная публика. И мы должны понимать, что все, что производится измерения здесь внутри Казахстана, они будут признаны за рубежом. Для этого мы сейчас проходим сличение со всеми странами, сличаем уровень наших государственных эталонов на международном пространстве. И в этом году был сделан также рывок, мы получили даже не 2, сейчас 12 уже подтверждений того, что наши измерительные калибровочные возможности признаны за пределами Казахстана на международной арене. Значит, предприниматели уже свои измерительные приборы не вывозят на калибровку за пределы Казахстана. Они здесь получают единицу. И мы, оснащаясь, например, те же самые испытательные базы, используют очень много высокоточного измерительного оборудования. И теперь им для того, чтобы их калибровать, подтвердить их точность, не надо вывозить их за пределы Казахстана. Они получают единицу здесь. Но чтобы мы соответствовали их требованиям, мы должны, в свою очередь, модернизировать нашу государственную эталонную базу. В первую очередь хотел бы сказать, наверное, все мероприятия направлены на защиту потребителя, нас с вами. И мы должны понимать, что мы должны получать хорошую, качественную продукцию, в том числе технику и продукты питания, все как положено. Но, объясняя простым языком, будет проводиться оценка всех лабораторий испытательных на наличие у них современного оборудования, отвечающего всем тем требованиям, которые прописаны в методиках испытаний продукции. Значит, когда заходит к нам продукция, или мы экспортируем нашу продукцию, то предприниматель хочет ее сертифицировать, чтобы этот протокол сертификации, или сертификат, он признавался за рубежом и имел свободный доступ на другой рынок. Для этого, значит, мы проводим мероприятия, смотрим, можно ли эти испытания провести в Республике Казахстан. Для этого будет полностью обследованы все лаборатории, а их более 800 единиц, и посмотрим, их оборудование соответствует тем требованиям, которые прописаны в методиках.
Соответственно, мы через методологическую помощь, через их, правильно как сказать, даже информационную помощь, мы будем их стимулировать к тому, чтобы они модернизировали свою базу эталонную, свою испытательную базу. И свободно, экспортер мог прийти к ним свободно, без всяких проблем, без проволочек, сертифицировать свою продукцию и с этим сертификатом уже выходить на внешние рынки. Все это направлено на то, чтобы мы могли импортировать, например, получать качественную продукцию и экспортировать, что будет стимулировать уже экспорту в целом Республика Казахстан. Ну, например, есть такое как направление, как всем известно, это халал. Мы сейчас очень много поставляем продуктов питания, это в Арабские Эмираты. И у них очень жесткие требования к нашей продукции. И мы сейчас, лаборатории здесь, органы по подтверждению соответствия, испытательные лаборатории, не имеют возможности провести полноценную сертификацию данной продукции и выдать сертификат, чтобы он признавался там уже в Арабских Эмиратах как полноценно проверенная продукция. Сейчас экспортер обращается, наоборот, в Арабские Эмираты, проводит там испытания своей продукции, получает сертификат и начинает поставку. Но вы представляете, какой путь проходит наш экспортер, чтобы получить в Арабских Эмиратах этот сертификат. Это надо поставить туда продукцию, это все таможенные, соблюсти процедуры, это склады, это транспортировка, это очень колоссальные затраты он несет. Поэтому ему проще здесь, в наших отечественных органах по подтверждению соответствия, в лабораториях провести испытания и уже спокойно туда экспортировать. Вот все, что направлено на наши мероприятия, это на поддержку нашего предпринимателя и защиту наших потребителей. Ну, я как вот уже обмолвился, мы проводим модернизацию нашей эталонной базы и понимаем, что сейчас у нас есть, например, по Казахстану у нас 5 филиалов, и в каждом филиале имеется своя эталонная база. Например, эталонная база у нас раскидана по регионам так, это по потребностям нашего бизнеса, секторов экономики. Если у нас на Западе идет добыча нефти и газа, то там у нас стоит эталон по расходу нефти и газа. Мы спокойно приезжаем на любое месторождение и проверяем их узлы учета нефти и газа. Соответственно, с очень высокой точностью. Так как мы торгуем нефтью, газом, например, на экспорт вывозим, то мы должны применять у себя высокоточные приборы. Потому что если мы их применяем с одной погрешностью, у нас покупатель считает это на расходомерах с другой точностью, более высокой, то вот эта вот разница, она идет как убыток. Даже не убыток, а просто списывается, как потери. Поэтому мы должны свои измерительные, например, возможности подтверждать на международном уровне, и чтобы, например, если бизнес задает темп и использует более высокоточные приборы, то мы тоже должны это все покрывать. Мы должны им оказывать полностью содействие. В Караганде у нас, например, открыто производство по производству поверхностных газовых смесей. Мы закрываем практически 90% потребностей по Казахстану в поверхностных газовых смесях. И мы на этом не останавливаемся. Сейчас наши поверхностные газовые смеси, наименования, это, например, даже тот же обычный воздух, например, СО2, это все поверхностные газовые смеси. В этом году их 163 единицы были признаны на международном уровне и вошли в разряд МСО, международный стандартный образец. И теперь за рубежом, даже Россия может покупать у нас эти поверхностные газы и без всяких дополнительных процедур использовать их у себя. На западе, на Восточно-Казахстанской области у нас развита физхимия. Мы там также производим стандартные образцы. В Алмате у нас развита температура сейчас, например. Потом развита калибровочная лаборатория по медицине, медицинские приборы калибруем. Ну и, соответственно, мы как центр закрываем полностью все это, практически процентов 60 потребностей Казахстана здесь, непосредственно в Нур-Султане. Конечно, иметь полноценную испытательную лабораторию в бизнесе – это очень дорогое удовольствие. И зачастую те же самые импортеры, экспортеры, они обращаются уже к государству для того, чтобы государство помогло им найти, или государство должно иметь такую лабораторию, куда спокойно они придут и проведут свои испытания. Вот у нас на базе нашего института сейчас имеется большая беззаховая камера, которая позволяет производить испытания на электромагнитную совместимость, начиная от фена, бытового, даже просто фен, до большегрузных автомобилей. Это очень уникальный комплекс. Таких всего 15 сейчас в мире. На территории стран СНГ подобного вообще нету. И мы уже начали работы
проводим там испытания автотранспорта, испытания бытовой техники, калибруем различные антенны и готовы оказать любое содействие бизнесу для проведения данных испытаний. Вообще все, деятельность любых испытательных лабораторий направлена на то, чтобы люди перестали сертифицировать, то есть использовать серые сертификаты, как мы говорим. Если в Казахстане нету этой лаборатории, то они быстренько обращаются в соседние страны, и там непонятно, каким образом им выдают этот сертификат на продукцию. И подтвердить правильность, достоверность мы сейчас не можем. Поэтому мы должны в первую очередь здесь и бизнес, и государство работать над тем, чтобы создавать эти лаборатории и получать достоверный сертификат на продукцию. У нас есть еще одна испытательная лаборатория, это по испытанию стеклопакетов. Учитывая нашу обширную территорию Казахстана, у нас везде разный климат. И, соответственно, по СНИПам должны использоваться при строительстве зданий стеклопакеты с различным коэффициентом теплопроводности. Значит, у нас суровый здесь, в Нур-Султане климат, поэтому у нас требования к стеклопакетам совершенно другие. И сейчас компании активно используют нашу лабораторию для того, чтобы подтвердить, как правильно сказать, соответствие этого стеклопакета нашему климатическому региону. Мы не останавливаемся сейчас на этом. Ведем работы по созданию лабораторий по халал, по органике. Мы эти работы должны сделать, потому что по органике это вообще очень колоссальная работа, и необходимо участие государства здесь. Государство должно сделать эту лабораторию, аккредитоваться полностью здесь. Все, чтобы могли наши экспортеры поставлять свою продукцию в страны, например, Европейского Союза без лишних проволочек. Это очень колоссальная работа, что по халал, что по органике. И эта работа не должна останавливаться. Должны все действия, все усилия направлены быть на то, чтобы создать благоприятные условия нашим экспортерам, благоприятные условия и защитить наших потребителей. Мы должны использовать качественную продукцию, как я уже повторяюсь неоднократно.